Добрый день, уважаемые слушатели! Библиотека «Филиал номер 6» представляет вашему вниманию час литературного почтения, посвященный 130-летию со дня рождения одного из самых значительных и ярких писателей XX века Михаила Булгакова и 55-летию выхода в свет его самого знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Будущий автор повестей и рассказов, множество фельетонов, пьес, инсценировок и киносценариев, Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая 1891 года в семье профессора Киевской духовной академии. Михаил был старшим из 7 детей. У него было еще 4 сестры и 2 брата. Булгаков получил прекрасное домашнее воспитание. С детства он был страстным читателем. В 8-летнем возрасте уже прочитал роман «Собор Парижской Богоматери». Он имел исключительную память и многое из прочитанного запоминал наизусть. Несмотря на артистизм натуры и влечение к литературе, Михаил Булгаков избрал профессию врача и успешно окончил медицинский факультет Киевского университета. В 1916 году молодой врач заступил на работу в Киевский госпиталь, а осенью того же года Булгаков получил назначение в маленькую сельскую больницу в Смоленской губернии. Позже Булгаков изобразил этот период жизни в сборнике рассказов «Записки юного врача». Жизнь Михаила Булгакова по сей день окутана мистическими тайнами и загадками. Так Михаил Афанасьевич рассказывал, что в 1917 году ему явилась душа Гоголя. Работая врачом, молодой Булгаков заболел дифтерией. Антидифтерийная сыворотка дала ужасную аллергическую реакцию. Булгаков был вынужден прибегнуть к морфию. Стараясь избавиться от последовавшей наркотической зависимости, он мучился от страшных ломок. В одном из своих многочисленных дневников Булгаков писал, что в одну жуткую ночь к нему в комнату зашел быстрым шагом низенький, остроносый человек с маленькими безумными глазами. Он склонился над кроватью Булгакова и злобно пригрозил ему пальцем. Это вызвало такой эффект, что после той злополучной ночи Михаил удивительным образом навсегда избавился от наркотической зависимости, оставил лекарскую деятельность и обратился к литературе. В 1921 году Булгаков переезжает в Москву, пишет для различных журналов, становится постоянным сотрудником газеты «Гудок». Фельетоны, очерки и рассказы Булгакова очень быстро привлекли к автору внимание не только московских читателей, но и издателей. В это время Булгаков примкнул к веселой компании газетчиков, среди которых были Паустовский, Ильф, Петров, Олеша, Бабель. К середине 20-х годов у Булгакова вышли «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Записки на манжетах». В 1925 году Булгаков закончил роман «Белая гвардия». События романа писатель преподносил не с политической или классовой точки зрения, а с общечеловеческой. Булгакова волновала одна проблема: кто бы ни захватывал власть, какие идеи бы ни исповедовались при этом, насилие всегда сопровождается кровопролитием. События гражданской войны писатель стремился рассматривать объективно, при этом стараясь стать бесстрастно над белыми и красными. На основе «Белой гвардии» была написана пьеса «Дни Турбиных», премьера которой состоялась в Амхате в 1926 году и вызвала необычайный успех у зрителя. В 1936 году Булгаков закончил работу над пьесой «Иван Васильевич», которая позже легла в основу сценария всеми любимого советского фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В пьесе Булгакова царь Иван Грозный попадает вовсе не в Москву 70-х годов, как в фильме, а в Москву 30-х, когда эта пьеса и писалась. Сатира заключается в том, что подмену царя никто не замечает, и невежественный пьяница управдом управляет государством. Волею судеб он царствует, встречает послов, отдает иностранцам русские земли, отправляет войско на войну. Пьеса Булгакова была запрещена, так как цензоры увидели в ней искажение образа великого государственника, собирателя российских земель Иоанна Грозного. В 1922 году Михаилу Афанасьевичу подарили книгу Александра Чаянова «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей», главными героями которой были сатана и студент по фамилии Булгаков. Считается, что именно благодаря этой книге и странному совпадению своей фамилии с главным героем 7 лет спустя он приступил к написанию романа «Мастер и Маргарита». Этот роман стал не только наиболее известным произведением Михаила Афанасьевича Булгакова, но и одной из самых таинственных книг XX века.
Читатели растащили его на цитаты, персонажи стали по-настоящему культовыми, а исследователи романа бьются над его трактовкой уже несколько десятилетий. Судьба легендарного романа довольно трагична. Первую версию Булгаков сжег, после того, как в театре запретили постановку его пьесы «Кабала Святош», а затем восстанавливал текст по памяти. В начальной версии произведение называлось «Копыта инженера», и среди героев не было ни мастера, ни Маргариты. Всем известное название появилось только в 1937 году. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Это всего лишь первая фраза романа, ведь любой роман начинается с какой-нибудь фразы, и ничего в ней нет мистического и тенденциозного. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже разлила. Умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует. Так действительно начинается роман, который многие называют самым важным русским романом XX века. Вокруг романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» существует немало домыслов. Даже сегодня специалисты в области литературы и просто любители мистики пытаются разгадать тайну произведения. Более того, многие по сей день уверены, что столь правдоподобные описания сатаны и его свиты удались автору благодаря личной встрече с нечистым. Подобная теория вызывает сомнения. Впрочем, один случай вполне может заставить задуматься. Каждому почитателю творчества писателя хорошо известна сцена, в которой кот по имени Бегемот заявляет: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус, и еще считаю долгом предупредить, что кот – древнее и неприкосновенное животное». Затем, прежде чем покинуть квартиру, верный слуга Воланда устраивает в ней пожар. Загадочным образом во время редактуры описанного эпизода в соседней с булгаковской квартирой начался пожар. Причиной возгорания стал старенький примус. Отличительная особенность романа – наличие в нем трех разных пространственно-временных пластов, соединенных творческой волей автора в некое единое целое. Воланд, посетивший Москву и наделавший много шума, «Мастер и Маргарита», а также евангельские главы о Понтии Пилате и Иешуа. Совмещая три плана действия, Булгакову удалось создать своеобразную форму философского романа, где поставлены вечные проблемы добра и зла, ложной и истинной нравственности. 15 июня 1938 года Булгаков завершил последнюю главу романа «Мастер и Маргарита». Затем он еще в течение 2 лет дополнял рукопись, а закончил роман за месяц до своей смерти. Писатель угасал от родового проклятия, склероза почек, ранее забравшего жизнь его отца. После последней авторской правки, которую Булгаков сделал меньше, чем за месяц до своей кончины, «Мастер и Маргарита» пролежал на полке еще 26 лет и лишь в 1966 году был впервые опубликован. Если бы не старания вдовы писателя, роман так и остался бы безвестным. Елена Сергеевна Булгакова сохранила и спасла рукописи, как в свое время сделала это Маргарита. В 60-х, после того, как роман «Мастер и Маргарита» наконец увидел свет, вокруг дома Булгакова, где располагалась нехорошая квартира, мастерски описанная в романе, возникло много досужих разговоров. Интересно, что прообразом временного пристанища Воланда и его свиты стала коммуналка, в которой когда-то жил сам писатель. Она тоже носит номер 50. Правда, позже Булгаков с супругой переехали в соседний подъезд, но все же именно 50-я квартира невольно стала местом паломничества поклонников произведения. Чтобы поддержать всеобщий ажиотаж, маляры, делавшие в доме ремонт, стали уверять восторженную публику, что не смогли покрасить в злосчастных апартаментах стену. Из-под слоя краски то и дело проступал силуэт огромного черного кота. Теперь в доме на Большой Садовой находится музей имени Михаила Булгакова, и любой желающий может убедиться в мистической атмосфере этого места. Михаил Булгаков умер 10 марта 1940 года. Местом его упокоения стало Новодевичье кладбище в Москве. Памятника на могиле нет, только камень, который когда-то служил надгробием Николаю Гоголю. А когда к гоголевскому юбилею сделали новый памятник, вдова Булгакова выкупила эту Голгофу с крестом и перенесла на могилу своего супруга.
Однажды Булгакову приснился сон, где он обратился к Гоголю со словами: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Все сбылось. Шинель Гоголя теперь укрывает могилу Булгакова. Сегодня Михаил Булгаков – признанный классик русской и мировой литературы. Его произведения переведены на многие языки. Спектакли, поставленные по пьесам писателя, с успехом идут на сценах лучших театров мира, а все новые поколения читателей по-прежнему открывают для себя его творчество.